Здравствуйте, дорогие ученики! С вами снова ваша учительница Талжан, и мы с вами продолжаем рассматривать нашу тему про падежи. Сегодня по очереди у нас стоит падеж жатый септик, местный падеж. И, как всегда, я вам буду задавать вопросы, чтобы вы осознали важность этого урока. Знаете ли вы, как можно сказать «сумка в машине» или «мама дома»? Если вы знаете ответ на этот вопрос, перелистывайте. Если нет, тогда оставайтесь, я вам объясню, как это можно сделать. Для того, чтобы понимать, как можно составлять такие предложения, нам нужно знать окончание жатый септик. Их будет у нас очень много. Сразу же перечислю. Да, де, та, те, нда, нде. 6 окончаний, и давайте их разберем по одному. Даде, тате — это наши основные окончания жатый септик, а нда, нде — это дополнительные окончания жатый септик, так скажем, специфические, и они добавляются после тәуелдік жалғау. Такие мы уже с вами практиковали, и, скорее всего, вы уже знаете, имеете представление об этом. Ну, давайте начнем с окончания «да». Если вы хотите сказать «сумка в машине», тогда нужно будет сказать для начала «сумка», «сёмке» и слово «в машине». Сперва скажем слово «машина», «машина» по-казахски также, и окончание «да», потому что слово «машина» заканчивается на гласную, и само слово является твердым, поэтому выбираем окончание «да». Сёмке, машина, «да». Если все понятно, двигаемся дальше. Теперь возьмем мягкое слово, потому что нам нужно научиться, как можно добавить окончание «де». Сумка дома. То же самое слово «сумка», потом «дом» у нас будет «үй», и получается после этого мягкое окончание «де». Сёмке, үй, де. Пока что вроде как легко, да? Давайте теперь разберем, когда мы добавляем тате. Буква Т у нас глухая, поэтому их мы добавляем после слов, которые заканчиваются на глухую букву. Допустим, казан стоит на огне. Казан. Казан — это казан, легкое слово, да, казахское. И слово огонь у нас будет от Т, заканчивается на глухую Т. Получается, после этого мы добавляем окончание, которое начинается с глухой буквы. Это окончание та. И поскольку слово от твердое, значит выбираем та. И получается у нас казан на огне, казан от та. Теперь давайте выберем мягкое слово. Пусть вместо слова от у нас будет печь. Печь — это печь. Еще раз, легкое слово. Заодно добавляйте свой лексикон новыми словами. Казан стоит на печи. Казан, печь. И в этот раз мы добавляем те, потому что слово мягкое, печь, и окончание тоже должно быть мягким. Печь, те. Остается теперь дополнительное специфическое окончание нда, нде. Мы их добавляем после тәуелдік жалғау. И не просто после тәуелдік жалғау, а после тәуелдік жалғау, то есть притяжательного окончания третьего лица. Это нужно для того, чтобы сказать «сумка в его машине». Сперва скажем «сёмке», после этого «его машина», «оның машинасы». И после этого добавляем «нда». «Сёмке», «оның машинасы», «нда». Получается, слово «машина» имеет теперь два окончания. Сперва «с», тәуелдік жалғау, и «нда», жатый септик, чтобы указать, где лежит сумка. А если хотим сказать «сумка лежит у него дома», тогда у нас будет уже мягкое окончание «нде». Давайте сразу же попрактикуемся. Сёмке у него дома, оның үйе. Үйе имеет окончание тәуелдік жалғау «э». И после этого добавляем еще одно окончание жатый септик «нде». Сёмке оның үйінде. Вот так мы с вами можем применить окончание жатый септик. Как бы не перепутать. Да? В тот раз я перепутала еще окончание падежей, и вы мне писали, спасибо, в комментариях. И я исправила, там добавила дополнительный комментарий. Надеюсь, в этот раз я не ошиблась. Если что, можно потом исправить в комментариях. Спасибо вам за внимание большое. Увидимся в следующих видео.